الرجال قوامون على النساء. И термин «кауам» толкуется по-разному у разных людей. А лучшее толкование, которое я видел, это слово «ответственный». Мужчины ответственны за своих жен, за членов семьи, и доказательство этому то, что Аллах говорит потом, что «Бима фаддаля Аллаху ба'дахум аля ба'д, ва бима анфаку мин амвалихим», потому что они кормильцы, которыми они и должны быть. Скажем, если все идеально по исламу, и нет ничего неправильного, если заработок приходит с разных сторон в семье, но Аллах говорит, идеальным путем было бы, если мужчина обеспечивал бы женщину. Так и должно быть. И из-за этого Аллах говорит, ты должен быть ответственным, ты должен обеспечивать, направлять, и ты должен быть тем, кто будет защищать членов своей семьи. Знаешь, люди, смотря на тебя, даже не посмеют даже назвать имя жены. Что касается меня, я бы этого даже не позволил. Я на самом деле готов к конфликту, если кто-то решит навредить моей семье. Честно говоря, это то, где существуют четкие границы, и они должны это знать. Даже не смейте называть ее имя, понимаете? Мгм. Только посмейте назвать ее имя. Субханаллах. Это такое чувство внутри человека, и это кауам, ответственный. Любая женщина гордилась бы таким мужчиной, который готов защищать ее без разницы как, отдать свою жизнь, чтобы убедиться, что у нее все хорошо. И какая же женщина была бы не в восторге от такого мужа? Но дело в том, знаете, мужчины иногда чувствуют, что, знаете, я главный в доме, поэтому ты будешь делать то, что я скажу, и не будешь делать то, что я запрещаю. Вот откуда проблемы. Понимаете? Аллах не называет тебя амир для того, чтобы ты просто раскидывался приказами, в которых даже нет смысла, или был необоснованным и не слушал людей. То, что ты обязан делать как лидер, это слушать. Если пророк, саллаллаху алейхи вассалям, слушал своих сподвижников, если он слушал их, то кто мы такие, чтобы не слушать свою семью? Хотя наш уровень лидерства намного ниже. Он совсем отличается. Это маленький уровень, очень низкий уровень главенства, но все же мы должны слушать свою семью, слушать своих детей, быть другом им, чтобы они могли открываться вам. Но все же должна присутствовать небольшая власть, чтобы они могли уважать вас. И в то же время вы должны постараться принять от них то, чего они хотят добиться. Потому что в конце концов они независимые рабы Аллаха. Независимые, они принадлежали Аллаху еще до того, как пришли к вам. Итак, ваша обязанность как родителя или как, знаете, человека ответственного – это выполнять то, что Аллах сказал вам выполнять по отношению к этой амана, к этому, знаете, к тому, что доверено вам. Если вы не собираетесь, знаете, если вы не учитываете их мысли, их чувства, ситуации, их эмоции, или, возможно, другие факторы, которые влияют на них, вы не хороший лидер, вы не хороший глава, вы не хороший амир. Итак, иногда ваши дети ходят в школу, они в этой среде, и они сталкиваются с вещами, о которых вы даже не знаете, вы не принимаете участие в их жизни, и вы пытаетесь применять на них что-то, что полностью противоречит тому, к чему они подвергаются каждый день. Чего же вы ожидаете? То есть, поэтому советы на самом деле отличаются, исходя из той среды, места, в котором вы живете. Если вы родитель вашим детям. Если я родитель, скажем, например, живущий в Мекке, а другой родитель, скажем, живет в центре Нью-Йорка, то совет, который один родитель будет давать ребенку, будет отличаться от другого из-за среды. То, что может сделать или не может сделать один, отличается от второго. Это просто пример. Я не имею в виду, что все в точности так. Я считаю, что этого нам не хватает.